Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное — не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Вы говорите, нужно закрыть мечети и отменить молитвы? Если мы это сделаем, фанатики разорвут нас. Да, а тут еще солнечные затмения. Народ обезумеет от страха. Затмение? Когда оно будет? В пятницу, после полудня. Это затмение не вовремя, совсем не вовремя. Может быть. А впрочем, нет. Как раз вовремя. Значит, в пятницу? Да. Очень вовремя. Мне кажется, что затмение поможет нам победить черную смерть. Нужно за 2 часа до затмения объявить народу наши наставления, что надо делать. Лепешки, горячие лепешки. Кумыс, холодный кумыс. Люди, не собирайтесь вместе. Черная смерть передается от человека к человеку. Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам. Так говорит великий лекарь Ибн Сина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватою нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь! Черная смерть убегает от музыки и веселья! Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть. Так сказал великий Ибн Сина. Расходитесь, правоверные! Расходитесь! Прочь отсюда! Замолчи, собака! Не верьте ему, люди! Он поносит священную мечеть! Наше спасение в мечети! Ибн Сина вероотступник! Аллах покарает вас! Богохульник Ибн Сина отвращает мусульман от мечети! Да. Нужно убить еретика! Люди! Он здесь нечестивец! Смерть еретику! Смерть Ибн Сине! Смерть Ибн Сине! Смерть еротступнику! Смерть нечестивцу! Тише! Тише! Замолчите! Здесь человек, оскорбивший священную мечеть. Пусть Ибн Сина выйдет к нам! Откройте! Откройте! Мудрейший Ибн Сина, слышите? Вам нужно сейчас же спрятаться. Не думаю, что это будет разумно. Но, учитель... Подожди, я сейчас выйду к ним. Дорогой Ибн Сина, выйти сейчас — это безумие. Скажите, вы уверены, что затмение начнется ровно в 2 часа? Не сомневаюсь. Ровно в 2 часа. Прекрасно, мой друг. Это очень кстати. Затмение поможет нам изгнать из Гурганджа черную смерть. Я Ибн Сина. Дайте его!
Иван-Сине! Из-за таких нечестивцев Аллах послал на нас черную смерть! Хватайте его! Подстрекая людей к убийству, вы совершаете большой грех. Дайте его! Послушайте, люди! Правоверные, я такой же мусульманин, как и вы. Я верю в Аллаха и в науку. Наука служит человеку, и она поможет нам победить черную смерть. Наука никогда не лжет. Обманщик! Мы не верим тебе! Не верим! Ну что ж, сейчас поверите. Я докажу это. Смотрите на эти часы. Когда весь песок окажется внизу, в ту же секунду начнется полное затмение солнца. Так предсказывает наука, и так оно и будет. А если не будет затмения, что тогда? Мусульмане, если мой друг Ибн Сина ошибся, я отвечу вместе с ним. Ты проклятый еретик! Люди, убейте его! Пустите! Мусульмане, остановитесь! Учитель, опомнитесь! Что вы делаете? Отсюда! Не трогайте его! Отпустите! Отпустите! Что не убьют вас? Не трогайте его! Солнце! Солнце закрывается! Люди, бегите! Спасайтесь! Друг мой, вы живы? Ну, теперь они выполнят мои наставления. Да, мой друг, да. Вы победили. О, слышите? У меня есть для вас радостное известие. Проходите, пожалуйста. Чем я заслужил столь высокую честь
видеть у себя посла самого султана Махмуда. Мой великий султан приказал передать вам, что он высоко чтит вас. Он надеется, что вы согласитесь приехать в Газну, где ждет вас счастье и богатство. Прошу вас. Мой великий султан высоко ценит вашу ученость, и мне оказана большая честь передать вам дар султана Газны в знак глубокого уважения — золото. Я очень признателен вашему султану за его любезное предложение, но я не могу его принять. Так и передайте ему. Так и передать? Значит, вы осмеливаетесь отказать великому султану? Да, осмеливаюсь. Я служу науке и не могу служить вашему султану Махмуду. Ибн Сина, одумайте, что вы говорите. До свидания, господин посол. Будьте здоровы. До свидания, господин Ибн Сина. Что вы наделали, учитель? Султан Махмуд теперь будет вас преследовать всю жизнь. На чем мы остановились? Праздность, чрезмерная любовь к наслаждениям не только порождают невежество, но также могут явиться причиной заболевания. Пишите. В то время, как некоторые люди считают праздность райским блаженством, для истинного ученого праздность хуже пыток ада. Спасите его от смерти. Дайте моему мальчику ваше лекарство. Я не останусь в долгу перед вами. Продам дом, продам верблюдов, а... Не нужно вам ничего продавать. Ты скоро поправишься, малыш. Я тебе дам самое лучшее. Приветствую вас, о великий Ибн Сина. Вы, кажется, хотели меня видеть. Да будет благословенно ваше имя. Говорите сейчас же, какие лекарства вы давали ребенку? Лекарства? Кому давал? Какому ребенку? Я ему дал очень хорошие лекарства. Нет, вы скажите, какие именно. Потому что я теперь должен знать, как спасти его от яда ваших лекарств. Яда? Что вы? Я уже не раз спасал отравленных вами. Тогда вам нужно не сердиться, а благодарить меня. Я поставляю вам больных. Я тебя заставлю сказать мне, проклятый душегуб, чем ты отравил ребенка. Скажу, только отпустите меня. Я ему дал толченого жука, хвост скорпиона, джибля-джубан, зардалю. Здравствуйте. О, ты знаешь, кто это? Это посол султана Махмуда. Даже он лечится у Ибн Сины. Вижу. Здравствуйте, искуснейший из врачей Ибн Сина. Это опять вы. Вам же известно мое решение. Я его не изменил. Нет, господин Ибн Сина, на этот раз я пришел к вам как к врачу. Я очень болен. Ах так. У меня совсем исчез аппетит. Да, а по ночам меня преследуют ужасные видения. Как будто мой султан за что-то разгневался на меня. Он отозвал меня в Газну, отдал в руки палача, взмах топора, и моя несчастная голова упала с плеч. И я с ужасом просыпаюсь. Помогите мне.
Спасите меня. Что ж, хорошо. Джужжани! Я здесь, учитель. Здравствуйте. Дай это лекарство господину послу. Вот рецепт. Прошу вас. Благодарю. Пожалуйте. Ну, тут не стоит останавливаться. Пройдемте туда. Это наши животные для опытов. Не понимаю, зачем вы меня сюда привели? О, сейчас поймете. В этой клетке живет волк. А по бокам клетки живут два ягненка, они близнецы. Ягнятам мы даем одинаковое количество корма. Каждый раз мы взвешиваем его на весах, чтобы один не получал больше другого. Однако тот ягненок жиреет, а этот с каждым днем худеет. А почему? Я не знаю. Причина в том, что тот ягненок не видит волка, а у этого бедняги зверь все время перед глазами. Но при чем здесь... Я объясню вам. Вы больны той же болезнью, что и этот ягненок. Единственное средство спасти беднягу — избавить его от постоянного созерцания волчьей пасти. Я ягненок, а мой султан... Хорошо.